Хорошо. На заседании Общественного совета при примарии муниципия Камрат Офис народного адвоката совместно с Альянсом женщин Юга Молдовы обсудили проект развития стратегии по продвижению гендерного равенства в Гагаузии, рассчитанный на 5 лет. Несмотря на принятие Молдовы международных и национальных обязательств по поощрению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин, женщины по-прежнему сталкиваются с дискриминацией и неравенством, а их нахождение в числе политических деятелей и лиц, ответственных за принятие решений, не достигает международных показателей. Пока в нашем регионе достаточно сильны еще стереотипы в отношении роли мужчин и женщин. Конечно же, недостаточно представленность женщин в органах публичной власти. Ну и, конечно же, это достаточно еще пока серьезные экономические проблемы. Почему? Потому что средняя заработная плата женщин, она, как правило, на определенный процент ниже, чем на 14% ниже, чем заработная плата мужчин. Поэтому в итоге после проведенных фокус-групп, после проведенного тестирования было выяснено, что да, в отношении стереотипов, допустим, несколько ситуаций меняется, то есть большая часть опрошенных уже признает, что в области доступа к публичным органам власти нет мало проблем. Но, тем не менее, признают, что если, например, было бы предложено выбирать руководителя мужчин и женщин, то все-таки большая часть, 70% опрошенных, выбрали бы, например, мужчину. Как отметил примар муниципия Камрат Сергей Анастасов, в примарии соблюдается гендерное равенство. Работает много сотрудниц, которые трудятся наравне с мужчинами. Сегодня мы рассматриваем, и по программе у нас идет гендерное равенство. Я думаю, что претензий к Гагаузии особых не должно быть. У нас Башкан, женщина. При Марии у нас здесь очень много сотрудниц. При Марии в этом плане мы соблюдаем гендерное равенство. Но, может быть, где-то региональном уровне, республиканском, наверное, это не соблюдается. По словам руководителя общественного объединения «Веста» Антонины Волковой, Гагаузия примет участие в международной кампании «16 дней против насилия над женщинами», которая проходит под эгидой Организации Объединенных Наций с 25 ноября по 10 декабря. В рамках этой кампании только у нас в Гагаузии проводятся мероприятия очень серьезные. Это и флешмобы, то есть это для молодежи, вовлечена и молодежь. И мероприятия, которые очень креативные, инновационные, например, выступление театра «Мейд» с новой пьесой, с новым спектаклем «Либера. Свободно». И я хочу всех пригласить на мероприятие, которое пройдет в Кангазе. Это 10 декабря в Доме культуры будет этот очень замечательный спектакль. В конце заседания в торжественной обстановке общественное объединение «Веста» в честь своего 20-летия вручило телекомпании АТВ благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество. Отдельно благодарственное письмо телекомпании АТВ за большой вклад в продвижение и гражданских инициатив, в содействие реализации наших проектов общественных организаций и в то, что они освещают действительно очень актуальные проблемы, которые есть у нас сегодня в Гагаузии. От общественного объединения «Веста», которому исполнилось в этом году 20 лет, вручается телерадиокомпания «ЭТВ Гагаузия». Мы выражаем вам большую признательность за поддержку инициатив и проектов нашей организации. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Елена Янак, Илья Янак, новости АТВ.